Министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков на третьей конференции Ассоциации предприятий оборонно-промышленного комплекса обозначил приоритеты формирования и выполнения гособоронзаказа. В ходе конференции были обсуждены актуальные вопросы развития оборонной отрасли. По ее итогам министр обороны и Ассоциация предприятий ОПК решили создать совместную комиссию для выработки единой стратегической платформы развития отечественной оборонной отрасли. На торжественном мероприятии, посвященном Международному женскому дню, военнослужащих женщин с праздником поздравил первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. По случаю дня 8 марта ряд военнослужащих женщин был представлен государственным наградам и досрочному присвоению воинского звания. В рамках мероприятия также состоялось награждение победителей фотоконкурса среди девушек-военнослужащих Аскер-Аруа. На полигоне Оймаша Мангыстауской области проходят тактические занятия с военнослужащими десантно-штурмового батальона морской пехоты военно-морских сил. Мероприятия организованы в рамках боевых взводов, направленных на отработку тактических действий и взаимодействий внутри подразделений. Этот этап подготовки морских пехотинцев имеет большое значение для формирования ключевых навыков и оперативного принятия решений в сложных боевых ситуациях. В рамках весеннего призыва на сборном пункте Департамента по делам обороны города Астаны состоялась первая отправка новобранцев в воинское подразделение пограничной службы КНБ. В мероприятии приняли участие представители местных органов военного управления, столичного акимата, родные и близкие призывников. Всего в ходе весеннего призыва из Астаны на срочную воинскую службу планируется отправить свыше 1000 человек. В День благодарности и в канун Международного женского дня военнослужащие региональных департаментов по делам обороны и ветеранские объединения вооруженных сил организовали посещение ветеранов Великой Отечественной войны. Военнослужащие поздравили фронтовиков с праздниками, пожелав им здоровья, благополучия и долголетия. Музыканты военного оркестра исполнили для них мелодии военных лет. Предпраздничные дни на железнодорожном вокзале Нурлы-Жол и в телерадиокомплексе Казмедиа Орталыга прошли концерты Центрального военного оркестра Национального военно-патриотического центра вооруженных сил. Мероприятие, приуроченное к Международному женскому дню, не оставило равнодушными зрителей, среди которых было немало представителей прекрасной половины человечества. Военнослужащие подарили им плитки шоколада и тюльпаны, символизирующие наступление тепла и весны. Для них были исполнены военно-патриотические песни, марши и полюбившиеся зрителям инструментальные пьесы по мотивам популярных мелодий. В 20 километрах от города Ахтау военнослужащие десантно-штурмового батальона морской пехоты вытащили автомобили из снежного заноса. Из-за неблагоприятных погодных условий на трассе остановилась колонна транспортных средств с пассажирами. Морские пехотинцы отбуксировали автомобили в безопасное место, а пассажиров на КАМАЗе повышенной проходимости доставили в областной центр. В Щучинске завершилась зимняя спартакиада среди воспитанников военных колледжей, школ и лицеев. Спортивное мероприятие посвящено столетию Героя Советского Союза Алии Молдагуловой. За звание чемпионов боролись 40 спортсменов в составе 4 команд из городов Астаны, Алматы, Караганды и Шымкента. В командном зачете победила сборная Караганды. На втором месте спортсмены Астаны, на третьем – Шымкента.